всем! В эфире программа про звезд на телеканале Супер ТВ. И с вами я, Виджей Алина. Включайте погромче звук и садитесь поближе к экранам, потому что следующие 10 минут мы будем говорить о Диме Билане. Дима Билан отличается огромной работоспособностью и талантом, и это соответствующим образом признается. Он неоднократно брал премии Russian Music Awards и премии телеканала Муз-ТВ. Дима Билан родился 24 декабря 1981 года в Карачаево-Черкесии в простой советской семье. Был в детстве простым ребенком, впрочем, как и все, хотя была у него одна проблема – он меры не знал. Если ел, то пока из ушей не полезет, если пел, так орал, чтоб все слышали. Чего больше всего боялся, так это темноты. Но ему всегда нравилось побеждать свои страхи. Специально сидел в своей комнате, испытывал себя на прочность, волю тренировал. Уже в детском саду у Димы заметили незаурядные музыкальные способности. О талантливом мальчике стали ходить легенды. А во 2 классе он сорвал свои первые аплодисменты. В школьной столовой во время обеда в самый разгар большой перемены неожиданно встал и запел «Прекрасное далеко». Песня закончилась, и после секундной паузы тишину взорвали овации. В 5 классе Диму приняли в музыкальную школу. С этого момента он стал учиться играть на аккордеоне, а также солировал в детском хоре. Учась в 10 классе, Дима Билан впервые посетил Москву для принятия участия в музыкальном фестивале «Чунга-Чанга». Выступил Билан хорошо, получил диплом из рук Иосифа Кобзона и вернулся домой. После окончания средней музыкальной школы он вновь поехал в Москву поступать в училище имени Гнесиных по классу вокала. Учась на 3 курсе, Дима знакомится с известным продюсером Юрием Айзеншписом. Они встретились на студии, где решили записать одну песню. Попробовали, получилось неплохо. Следующим этапом была Юрмала. Подготовка конкурсной программы и непрекращающаяся работа над собственным материалом заняли несколько месяцев. Тогда же был снят первый из клипов на песню из новой программы «Бум». Нужно отметить, что песня «Бум» была одним из первых R&B треков на российской музыкальной сцене. К выпускным экзаменам в Гнесинке за спиной было уже 3 клипа: «Бум», «Ночной хулиган» и «Ты, только ты». Я в ледяном горю огне. Летом 2003 года в Юрмале был снят романтичный клип на песню «Я так люблю тебя» с участием дочери Игоря Крутого Вики. В конце октября состоялась презентация дебютного альбома «Я ночной хулиган», а в октябре 2004 года состоялась презентация 2-го альбома «На берегу неба». 20 сентября 2005 года и для Димы Билана, и для российского шоу-бизнеса вообще произошла трагедия. На 61-м году жизни от сердечного приступа умер Юрий Айзеншпис. А уже на следующий день состоялось удачное для Билана событие – музыкальные награды MTV России. В этот день Дима ушел с Васильевского спуска с 2 статуэтками – лучший исполнитель и артист года. В конце 2005 года артист получил приглашение озвучивать треки к мюзиклу «Питер Пен». А в декабре этого года был снят последний в этом году клип «Я тебя помню». Этот год стал для Димы Билана как триумфальным, так и самым печальным в карьере. Это было так давно, мне еще не все равно. 14 марта 2006 года на вручении музыкальной премии «Золотая шарманка» в Киеве впервые прозвучала зажигательная песня «Never Let You Go», с которой Билан отправился на Евровидение. Пожалуй, за всю историю Евровидения ни один его участник не был так упорен и настойчив, как Дима Билан, на пути к победе на этом конкурсе. В 2006 году он занял на Евровидении 2-е место, но никто не мог ожидать и предвидеть каким-либо образом того, что певец снова повторит свою попытку стать победителем. Однако огромная уверенность в своих силах, здоровое честолюбие и целеустремленная работа принесли свои плоды. И в 2008 году в Стамбуле Дима Билан побеждает на Евровидении и наконец-то приносит России столь долгожданное 1-е место и право принять конкурс в следующем году в Москве. 21 июля 2006 года выходит в свет новый альбом Димы Билана «Время река». В 3-й по счету альбом артиста вошли самые громкие и любимые поклонниками хиты 2006 года, причем большинство из них в абсолютно новом звучании. 21 сентября 2006 года прошла 3-я церемония вручения наград MTV RMA 2006, где Дима Билан стал обладателем матрешки в номинациях «Лучшая композиция» с песней «Never Let You Go». Did you ever stop to notice all the children dead from war?
1 июня 2007 года Дима Билан стал героем церемонии Муз-ТВ 2007, взяв целых 3 награды – лучший альбом, лучшая композиция и лучший исполнитель года. В июне 2007 года Дима улетает в Лондон на съемки клипа для новой англоязычной песни Number One Fan. В 2007 году с невероятным успехом прошло реалити-шоу на канале MTV под названием «Жизнь с Биланом». Оно стало популярным и обрело массу поклонников. Именно поэтому уже в начале 2008 года в эфир вошло продолжение этого шоу. 15 мая 2009 года состоялась презентация нового международного альбома «Believe», а 4 июня Дима получил диплом My Fashion. Он вошел в топ-50 самых красивых людей Москвы 2009. Также в 2009 году самым популярным певцом россияне назвали Диму Билана. На премии Муз-ТВ 2010 зрителей также ждал сюрприз – дуэт Димы Билана и американской певицы Анастейши. Дима и Анастейша исполнили на премии совместную композицию под названием «Safety». В середине июня в Москве был снят клип на эту композицию. Дима Билан не только преуспевающий певец, но также он является послом Сочи 2014, телеведущим на телеканале MTV Russia и даже кинопродюсером. Извини, что делить нам нечего. Быть звездой непросто. Дни и ночи напролет в студии на съемках. Постоянные перелеты и переезды между выступлениями. И практически никакой личной жизни. Под глянцем плакатов живет настоящий Дима Билан. Талантливый и невероятно работоспособный. Певец с уникальным голосом и огромным желанием реализовать себя. Вы смотрели программу про звезд на телеканале Супер ТВ. Сегодня мы говорили о Диме Билане. А также не забывайте посещать сайт www.super.kg, где вы сможете просматривать самые свежие новости из мира шоу-бизнеса Кыргызстана. С вами была я, Виджей Алина. Увидимся ровно через неделю. Пока! Вечерняя грусть в окно постучит ко мне, но я не боюсь, я сам ее звал к себе. О, как высоко и как независимо летает любовь, прописная истина. Я просто люблю тебя, я просто бегу за тобой, но не обмани меня, не знаю любви иной. Я просто люблю тебя, я просто бегу за тобой, не останови меня, не знаю любви иной. Рождает тепло, живое дыхание, но как тяжело от непонимания. Закрою глаза, я чтобы расслабиться, скупая слеза по сердцу прокатится. Я просто люблю тебя, я просто бегу за тобой, но не обмани меня, не знаю любви иной.
точно. Я просто люблю тебя. Я просто